Соединенные Штаты и Япония создали новую группу, целью которой является улучшение прав человека и международных трудовых стандартов в цепочках поставок. Как сообщает Reuters, США и Япония обеспокоены обращением Китая с уйгурами в Восточном Туркестане. В пятницу 6 января торговый представитель США Кэтрин Тай и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура подписали меморандум о взаимопонимании о создании новой рабочей группы в Вашингтоне. Также официальные лица заявили, что пригласят другие организации США и Японии присоединиться к инициативе. Обе стороны также провели круглый стол с представителями японского делового сообщества по вопросам защиты прав человека и предотвращения принудительного труда в цепочках поставок. 9-й Стамбульский совет ученых Восточного Туркестана. Заседание совета началось 7 января в Стамбуле. Согласно заявлению, основная повестка дня двухдневного собрания – отчет обо всей работе Союза ученых за последние 3 года, обзор устава Союза, проведение выборов и определение плана работы на 2023 год. Анатолийский фонд образования, культуры и науки опубликовал статью «Что происходит в Восточном Туркестане». Профессор, преподаватель университета Хаджи Байрам Вели в Анкаре провел конференцию на тему «Что это такое?». Доктор Абдурашид Джалиль Карлук в рамках программы рассказал о текущих проблемах Восточного Туркестана. Правительство Нидерландов приняло решение обязать пассажиров, прибывающих из Китая, сдавать тест на COVID-19. В заявлении Министерства здравоохранения говорится, что с 10 января пассажирам, прибывающим из Китая, предлагается сдать тест на COVID-19. Также отмечается, что теперь ношение масок на рейсах туда и обратно в Китай определяется как неотложная рекомендация. Стало известно, что китайский бизнесмен Джек Ма передаст права контроля компании Ant Group, предоставляющей цифровые финансовые услуги, основателем которой он является. Ранее Джек Ма таинственным образом исчез в октябре 2020 года после своего выступления с критикой регулирующих органов рынка и государственных банков Китая. Сообщается, что в 2022 году объем гражданских авиаперевозок в Китае сократился на 57% по сравнению с тем, что было до вспышки коронавируса.